зовсім недавно прийшла, а куди не сказала. Пропала в шуме вокзалов, поехала, ці полетела, ці, може, само розплила, а може, на небі зорка стала, і вона не сказала. Ви не бачили моєї кохани, ще в її сині в очі і руки такі безшумні ночі. Ви не бачили моєї кохани? Вона ж була тут зовсім недавно. Здається, навіть тут вчора на гэтых коленях сиділа. Прийшла, а коли не сказала. Ви не бачили моєї кохани? Скажите, что я чекаю, скажите на тим же місці, не треба других і інших. Скажите, не хопить емоцій, скажите, ну кольки ж можна, скажите, что я чекаю тільки одно життя. На краю обветренной земли тени дюсы синие и высокие, тени кули люди не были. Там живет одинокая далеко, севером там блакитные облаки, там анёлы с белыми крылами, там меня коханая далеко, сонными чакая вечерами. Завтра я ці буду поміж вас, мне поки що гэта невядома, пасовку кожному свой час, нас аднойчы пазавуць дадому. Я пакіну грэшную зямлю, у вандруе доўгае пушчуся, над палямі птушкай палячу, і над пушчамі гадзінай Беларусі. На краю обветренной земли тени дюсы синие и высокие, тени коли люди не были. Там живет одиная далеко, та коханой на колени я припаду стомленою душою, и я, скажи, ты без меня жила. Я нам добра, Любочка, с тобою, я, скажи, ты без меня жила. Я нам добра, Любочка, с тобою. Хочется дать слово нашому чоловіку, якого малюнки ось тут у этой книзі, про якого я розповідав, коли ви навіть ще він не прийшов сюди. Геннадій Нечипорович, ну він, мов, не ведає, що зробиш, а може ведає. Вот, Гена, два слова скажи, ну просто скажи от себе, вот. Чему ты не забил в обкладку, ну часу не хватит. Ну, как-то, вообще-то даже я удивлен. Вообще, в жизни он, конечно, Анатолий Кудласевич совсем не такой. Он совершенно не похож, так как он здесь раскрывается вот, в творчестве, то это совсем другой человек. И вот это вот противопоставление, что вот два разных Анатолия, это просто удивительно. То есть насколько вот присутствует мудрость, вот тонкость, ощущение, может быть, вот так вот я, вообще белорусский язык как-то я
не то, что не воспринимаю, я его как бы не понимаю, да. Ну, не понимаю. Ну, а вообще творческие люди мне очень нравятся, и вот в рассуждениях, вот, я не все, вот, как бы, когда он быстро и бегло говорит, а говорит он достаточно сложно, достаточно вот так вот темпераментно и красочно. Я, конечно, не все быстро схватываю. Ну, это связано с тем, что белорусский вообще-то я и в школе его как-то не любил, может быть, с преподаванием, и больше я с ним был не связан вообще. Но вот все-таки вот эти отзвуки творчести, они вот настолько глубинные, настолько вот наполняют вот вообще вот его творчесть, и он так вот находит вот какие-то вот, мне кажется, корни, которые, мне даже кажется, их и нету. Но вот это настолько все интересно, настолько вот это все завораживает, и вот обретает какой-то смысл, что вот даже вот приятно, вот, что вот у меня есть такой сябр, что вот он наполняет вот то, что для меня как бы и не сильно играет роль в жизни, но насколько это вот получается грандиозно и красиво. Так что большое тебе спасибо Дякую тебе. За твою творчесть. Я ее пока не до конца понимаю, но все равно вот я чувствую, что вот это вот то, что вот это нужно. Причем это нужно достаточно большому количеству людей. И вот большое тебе спасибо. Дякую, Геннадій. Я радий, що Льос мене познайомив життя з тобою. Я, в принципі, не буду відкрити, що розповідав про себе. Это так само, чоловік вельми оригінальний, здається, такий простоватий, дай він там не рає. А він, коли зайдеш на квартиру, його все зроблено своїми руками. І настільки... Все, про меня не надо. Нет, потому что нет, мы так само уже тут по одной Як вот ви ілюстрацію? А як ви робили ілюстрацію? А это у меня справа масса такая- рисунков просто лежат Да. скинутые в кучу, да. Справа И такая, что его я рисунки- подумал, что не кладутся. если человеку они нужны для творчества, так я только Це за. ваші малюнки? Да, это его Да, у подарок. меня их Ви много. мастак? Ну, у меня есть несколько образований художественных. Так а що ж ви нічого не Да, Несколько причем достоїть. здесь Самі треба кормити, видите. Да. Я ж кажу, він чоловік настільки творчий, Не він надо. все робить руками, Надо. він як жонку 3 роки ліпить, свою жонку, скульптуру там, він і пише, і в живопису працює, і в скульптури. Ну, шмат, чоловік настільки шматогранний, я чим більше, ми з ним вже, ну, годи 4 знайомі, Ну, да. да. І чим більше я Гену ведаю, тим більше здивляюся. Ось він такий, ну, оригінальний чоловік. І все, я зараз його учусь. Я недавно ремонт робив. Ні, робив ремонт своїми руками так само. Ну, то що, Больше я я його про это показую. вот порассказывать. Это вообще интересно. Пробачте, так де ви вчилися? Учился художник, график, также скульптуры. Глебова? А? В училище? Нет, я комбинат закончил художественный. Де ви? Ну, в Минске. Теперь там на этом месте уже ничего нет. Комбінат. Да, был художественный комбинат. Так це були як майстерні у вас? А там- Нет, там еще преподавал у нас, вот, если я Шарамбович Константин, наверное. Ага, ну художник. так, Йось, син Шарамбович. Да. Шарамбович Константин, кто там еще? Это же давно было уже. Вот. Ну а так потом я ударился в І там скульптуру. була школа якась? Да, ну, комбінація? типа да. Студія? Не студия, нам выдавали даже дипломы, экзамены мы сдавали. Вот. Ну, короче, у меня специальность, одна из специальностей художник-график. Я проработал художником-оформителем 5 лет. Вот. А также дополнительно скульптурой еще занимаюсь. И с Бондаренко немножко в его мастерской работал. И еще с несколькими, ну, если вам известны такие фамилии. Я мистецтво знаю. Ну, Искусствовед. Вот познайомтесь ближе, типа, Да, открыть у им недюжинный талент, и просто человека треба раскатурхать, и все. Потому что не він, надо. ну я розумію, що кожен у свій час, кожен приходить. Але то, що Геннадій чоловік вельми творчий, это, ну він творчий і по житті творчий чоловік. Він до всього творчо відноситься, так само. Раз кожного чоловіка відкриваються некие таємниці буття. Мені, наприклад, я з Геною ніколи з ним не сумно. Я не вспомню, що у нас на заводі був
Ну, ёсць, напевно, Василевський Діма. Ну, так от, тобі подобається, як Василевський сміється? Я веселый человек. Ну, от так взривно, вибухово сміється Геннадій. О, вспомнил. То, что я забыли со слов. Текуть воды, натужно крутится земля, а мы завжди тянет нах подлости и зла, текуть годы. Земля стамилася чакать, и могут продки жорстко покарать. Эй, летины, почуйте клич сивых ляку, нас род голубів, а ми забили шлях домов, наш Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, ліцвіни, що ж тепер робить? Земля кричить, кричат старые курганы, наш дух молчит. Снямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, огненно любить. Эй, славяне, с порог на битву клича нас, Ярила встане, пробил уже надзорный час, дарун гримами, снято способить на войне. Хай славяне, быть нам абонент. Хай 100 веков над головою прошуметь, успыхне знов у огнищана вечный знич, пора домов. Где в нашим Иры дяды несут планету в вечность сквозь годы. Эй, земляне, давно чекаем вечный шлях, земелька матери, про стольких город перейшла, даже Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить. Вот такая песня, такая называется «Битва любові». Може, у кого-нибудь питання які будуть чи з'явилися за час нашої зустрічі? Я б з задоволенням отказав би, коли змогу отказати. Є питання? Есть. Анатолий, слушай, я вот не все понял, да, вот тут 7 глава Юла, 6. Что Иисус Христос? Иисус это... Так вот я... Иисус, да? Да, это Анатолий Сыс, про кого я не доказал. И, до речи, я не договорю про фестиваль молодой литературы. И это, по-перше, для меня было культурологичным шоком, трапивши это белорусскомовное осиродие, 89 год. Это для меня было как народжение уже во мне не просто поэта, а менавіта национального поэта. Эта вся ситуация спровоковала как бы, мою белорусскость. И я помню, уже едем с фестивалю, все жартуют и так далее. А мне там с Сысом была сутичка, такая серьезная сутичка, коли кому цікаво, знудите 13 Джон-Джоніка Антона Кудлатого в интернете, прочитаете. И вот и тут жартуете. Тут Сыс стоит, говорит, молодые все литераторы, слухайте сентенцию. Иисус Христос. И это все, весь автобус, опа, и люга смеху. Тому это и згадывается. Потом этот Исус, Геннадий,
значится, приезжал к моим детям и так далее, на белое, что Иисус Христос. По сутности, каждый человек, мы вот этих слов боимся, каждый человек призван до святости. Каждый из нас повинен стать, ну не Христом, не ратовать целый свет себе вратуй, а хотя бы маленьким Христосиком. Коли мы каждый у себя не станем маленькими богами, мы никто. У Евангелия сказано, Христос говорит, а я вам говорю, что вы боги. Мы это чомусь нам папы не говорят это. А И ксензі ты Бог. говорить? Ну, ксензі говорить, слава Богу, ксензі говорить. Мне жонка вроде лечится, я католичка, и хотя у церкви православных прибирала и так далее. Так добре, что ксензі говорять, а наши чомусь забываются. Хотя тот же Серафим, не Серафим Саровский конкретно, кто из інших святых православных сказал, я маленький грешный человек, але я повинен, у меня задание, повинен стать Богом. Чому нам про это не говорить? Чому у нас Христос прийшов, загинув, отдав себе за всі грехи, і він нас повинен, пробачте, це нікуди тягнути. А йому не потрібні раби, йому потрібні щабри, другі. Нема більше тої любові, коли покладеш душу за другі своє. Хто з нас здольний охвярувати своїм життям, своєю душою і сказати, Бог з'їв, але я загину. Ну, сенсі пориви. Есть у кожного человека порывы. Я до того, что мы боимся всего. Мы тим потребны Богу таким. Мне здається, Богу потрібні воїни. За його справу. А это то же самое за свою землю далее. Я помню, когда сама почалась эта перебудова, это все. И я сам, як человек, який служив в войску, и думаю, який я був молодий, дурний, готов був забивати, ідеї. Я ж нікого не... А вот тогда, як это забивать и так далее. И для меня это в связи с всей говорильной, этой голосностью, они мою душу как бы разорвали на два ковалки. Я как бы це человек не человек. Пробач, коли ти воїн, коли ти мужчина, коли ти дбав присягу. До речі, в тараканах про це не шмат говориться. Там про героїв. От як так відбулося? Люди старейшего поколения поняли. Был Советский Союз, давался он на века стоїть, так? У кожної військової частини був некий особист, там, лейтенантик, капітантик, якого генерали боялися. Это ну КДБшник, который там за всеми сочил и так далее. И такая могутная структура была, и ни один КДБшник ніякого звання і взровню не вставил, не оборонил той союз, той империю, какая была. Все это обрушилось в один момент. Прошло это, а они 70 годов ели, докладнее, мы их утримливали, народ утримливали за свои податки. Знаете, они кто? Они дармоеды, паразиты, тараканы. И они свою миссию, функцию не виконали. Коли бы они нам сотнями полегли, сказать, да, у нас была соправдная академия. Вот зараз, у нас тоже КГБ, так же называется, Комитет держбезпеки. Вот они бегают, ловят этих всех по акциях, это сажают в тюрьму на Крестина. Скажите, Крыласка, коли что-нибудь здарится, усилили первые здратить. И не зарежется в Беларуси, и того же Лукашенко отправится на Гаагу. Ті ще куди. Вони будуть першими здрадниками. А зараз вони, тому що, ну, так було тоді, з цієї структури так буде, напевно, і в будущем. Не дай Бог, як так було. Хай буде так, як буде, щоб ми були незалежними, щоб ми були вольними, як ми жили на своїй землі. Ось така. Біологічний годинник тікає. Біологічний тікає, безумовно. Тут така ситуація, що... Правильно, треба як Христос, мирним шляхом. Мирным, безумовно мирным, потому что, ну просто вы разумеете, как вас зовут? Светлана. Светлана, у меня сестра Светлана, двоюродная. Так вот, Светлана, справа такая, что Земля может не вытянуться. Земля все-таки это живий так само организм. И, видите, люди, коли человек разумный, коли он бачить, он отчуває, он разумный, он живе по неких заповедах Божьих, заповедах продков, він нормально живе, не шкодить. А коли у його зрок закритий, він живе як паразит. Сколько мы всего наробили и так далее, что тут, сдается, она кропля, и все это обрушится, и земля... А что земля? Земля крутнется, зоны свои отбиты, поменяя градусы, полюсы, и мы все зникнем, как это, как рудые муши в поле, и все, и нас не будет. И мы думаем, что мы могутные, что мы такие, стоит вот сдриганеться один раз, и все посыпется. Как этот есть Герман Стерлинг, ну, вы начули такие вот, зараз он миллиардер был, и он говорит, он зараз 2-3 года, треба відключити світло.
усім. Ну, я такий вздих. Отключить світло і все, і все мирним шляхом, значить, розбігуться з городу і не буде війни. От чимся він брав? Нічого треба робити, тому що коли далі так по геометричній прогресії буде ще розвиватися, Земля просто не витримає этого зла і просто сиді, просто почухається в некое небесне тіло інше, і замісто нас, Homo sapiens, буде який-небудь там інший вид. Буде. Господь вибере інших собі синов, знаєте, зліпить з глини, з праху земного, ось і все. Есть які питання ще? Роботянята. Михайло Залєзький придумав роботянята. Роботянята. Розкажіть, коли ласка, про ваш род, ну, продків, родня, може, яка є, там брати, сестри, нечто там поглибі. Зрозумів питання. Хто ви? Род у нас, я з вёски Толмачева, ось Столинський район. А род, старожитний Полесский род. По наших семейных поданиях, значит, наш продок пришел с Пинска. Потому что нас по-уличному зовут Пинчуки. Род есть Кудласевич, есть Пинчуки, а есть інший, там Махамел, там род інший у нашей місцевості. Ну, я хоче за все думаю, що у часи повстання, хоче за все, може, Костюшки, вони туди на Полесі зайшли, там осіли, ось, тому що Пінчуки. А так, звичайно, люди працювали на землі і так далі. Ось. І не кажу, що там може, є і шляхетні корені, я не шукав їх, хоча в нашій глибинці, коли вони були, то вони згубилися, тому що у нас, ну, були люди, які жили на Полесі, єдиноличники. У кожного була свій наділ, своя земля. Прапрадед мой, Иван, в час, я недавно высветлил, в час Перший Сусвітний был в Москве, был адъютантом Его Величества. Я говорю, в прозвище генерала того, цікаво, коли по прозвищу можна було вилічити. А Аховов, наш в Москве був, Аховов Смольний, коли революція була у Санкт-Петербургу, Леніна бачив, але потім приїхав, він був великим знахарем на Полесі, откуда його це було, до його їхали з України, з Білорусі, з Росії їхали, і він допомагав людям. Гроші за це не брав, а так дивно доволі себе поводив. Ви приїхали з бідою, а потім приїхали через кілька місяців, я приїхала віддячити, що допомогло, допомогло. Так я тобі допомог, ну і ти мені допоможи, іди сіно мені згорі. Ти вже йдеш одробляєш. І цікаво, як прапрадеда женили. Значит, баба Василиса, я еще запомнил, прабаба отребилась, такая горбатая была, некая бородавка, и на носу была, она горбатенькая была. Прадед Иван, он кахал сестру ее Арину, соседней вёски. И коли запоины были, сватались до Арины. А уже коли веселье, это поглядели, это горбатенькая. И старейшая Василиса за Арину. Арина и так замуж выйти. Давай мы за Василису отдадим земли больше. И подставили под венец Василису. Коли наша родня уже повенчали, все, огляделись, так это же не та, мы же Арину хотели. Ну так прабаб уже под Богом уже. И все, и она мне народила, значит, и моего деда Николая, и тетку Галю, что ли, вот самой. И я так думаю, что он, як можем покритися був на Бога, чи що. Зі мною, звичайно, може, баба Василиса, яка гарбатенька, щось ведала, як у нас на Полесі кажуть. У нас там кожновёсці, не знахари, колдуни, коли хто цікавиться, тим ведає. Ось такое, а так нічим не відмітний род. Мені сестра Надя, одна протестант, вона з'їхала зараз в Америку. Вот. І все, вот, батька, мать. Нет, хотя это кажется історія, коли починає заглиблятися на вот свой род, вельми шмат цікавого знаходиш, ніяких паралелів, ніяких таких от дивних речей про того ж діда Миколая, який в час війни, дід Миколай це знахара син, який пройшов і війну до Велограда, і в поліції був, і в партизанах був, і фронт пройшов, і ГУЛАГ пройшов. Ось. Прийшов, вернувся, і шмат чому мене навчив, тому що батько не було коли, батько там був головним зоотехніком, все
робота, а з внуками, звичайно, на вёсці діди займаються. І другий дід так по матці, так само, був протестантом, відмовився тримати присягу, так само на 25 років, а посетив років 5 і вернувся. У мене є оповідання, которого из жита, де та ситуація описана з другим дідом. Ну, є питання якісь? На самой справе ваш род нашмат старожитнейший, и походит он от Кудласов. Кудлас. Я Это удаляю. межа Галицко-Волынской Руси и Литвы. Вы не здарма тут песню про Литвинов спевали? Да. Кудлас. Я- Я глядел удаля. Куд Да. это то, что такое, это корень такие вот. Другий род Круг, прозвище, это моя бабуля, ну, моего деда Жонка, Круг. Ну, Круги я знаю, что старожитный род, Круги, там, по всей Беларуси, Круг, Грак, Стук, это вот, коли односкладовые, и коли там птушки и живелы, Круг, там вот такие, это говорят про старожитность. Я так не Навод читал. герб рода есть Шенкетский. Круковский? И Круковский. У вас есть книжка Круковская, Владимир? Нет. Нет, говорю, а моя бабуля прозвище Владимировича Круг. Круг мене. Я знаю, Круг старожитний род. У нас круги такі багаті, люди, куркулі такі були, земля такі, от вони і довго вельми жили. От. Я коли жонку свою привез на вёску, моєму прадіду вже було 91, прапрадіду. І жонка вже за столом потім нам каже, слухай, він мені вогнав у краску, мені неємко було. Він мені розглядав, 91 год діду, я глядів на жінчину. Это дедок, что ли, он так, и мне кинул в 40, кинул. Вот такие вот, ну, да люди там от земли не отрывались. Той же прадед Павел, и он далее Турово-Пинска нигде не был. Вот, а на земле вокруг свое. И он не признавал там котлеты, там, колбаса только пальцем пхана и так далее. Шмат не пил, вот такой, не курил. Такие крючковахи. Это полишути. Да, и дед мне худко говорил, и он так говорил, бывает там, ну, я его правнук, папа говорит, здесь поможет деду правлю, сено сгребаешь, а он такой, бу-бу-бу-бу-бу-бу, ничего не говорит, батюшка, довольный ты, недовольный, бубнит, нечто. Ну, у нас на полисе все худко говорят. Ну, такая вот темперамент, такие. Але ж говорить не по-белоруску, а по-поляшутску. А с вами по-поляшутску, так, а по-поляшутску. Ведаете вы поляшутскую? Ну, чому ж я не ведаю поляшутську? Я коли туди приїжджаю, ну, ви були на Столічні, от туди, от, саме за Давидгородком. Я с Пинских болотов О, родом. а так я в Пінську учу, а ті ви з Пінських? Ну, ближе до Барановича. А, ну у вас там вимовлення більше з українізму і так далі, там, а у нас Мамо, там тату. у нас вулицька, у нас в кожній вёсці свій виговор. Наприклад, Аздаміча, Терабіча, вони говорять ці руки, як співають, так от напевно, і так далі. А в мене ще це вже томачуться ніяк по-своєму. Там невелика вёска, там і вимовлення інше, і інша і раз лексика така, яка 3-4 вёски сустракаються такі слова, а далі не сустракаються. Потому что раньше же эти болота все заливало, и не было такой сувязи, такой интеграции и мовной, и людской. И люди жили не обособленно, и это заховывали. Мора Геродота. Да, я хотел, с языка зарвали. Вот Мора Геродота, когда Геродот старожитный грецкий историк приехал, и все было залито, он думал, там море. И так назвал по лесу Мора Геродота. Я отрозниваю. Яно і було. Ви бачили ці якори у музеях у Пінську, які знаходяться там у болотах? Махчима 3-4 тисячі назад, що Махчима? Все болото. Да. Замість болота було море. Я згоден, що все може бути. Вам треба ще це все написати про малу родину. Ні, так я пишу. Пишу, но на Хорькіно шмат чого пишеться, згадується. І Геродові пишеться, і лексика така, і образность такая вот старожитна. Ще про знахаря я сьогодні написав. Йось вже году 5-7 з файла в файл качу я оповідання, це вандрує знахар, так і називається. От ніяк, так само в руки дійшли. Кудласи, ну нечто такое значить. Я полежу у литовському словнику. Добре, міняємося координатами. Я ведаю литовську мову, але от зараз не можу згадати, що у перекладі з Я думаю, я литовської. відчуваю, що мені, от, наприклад, у моєї мами, бабуля, на Кардаш, прозвище Кардаш, нічого, може, венгерське, Кардаш. А так у мами дівоча Флор'янович, на Кардаш.
Пашкевич, Шпакевич. Все я тебе. Зверники побралися. І побачив там теж так само вёска, невелика там вёска. І побачив відносини там і у нас на Полесі. Это земля и небо. Ну, мне диковато навод было. Ну, однажды та же самая Беларусь и так далее. А люди, стосунки между людьми сусідні вообще. Ось, чем у нас на Полесі. У нас люди больше открытые, больше такие. У нас, например, вот любая бабуля в очи вытеря, конечно, не так сурово, будет пальцем тыкать. А у них это так, католики, до речи, будь-то скромненько, будь молчать, все хорошо. А за очи там, а у нас такого нет, в очи все выпадать. Все выкажу, что про тебя думаете. И все, тому для меня самый великий такой гонор, не гонор, ну да, в принципе гонор, что меня любят на моей родине. И за что ты любили? Толя, всех хвалят, всех. Мать скажет, сгубят тебя эти люди, что на тебя причепились, что ты, Толя. Так он, мать, кто-то сказал из наших знакомых. Мать может говорить, ты вот настолько зробишь, раз несут по всему селу. А кто-то робит настолько, а все молчат, в чем меня земляки любят, и я их люблю всех. Я николи не пришел, человека убачив, не поговорил с ним, я справа, я не пожартовал. Анатолий, а нечто блудите, ты же с Москвой, по-моему, так само связаны, ці ні? Не, я просто учился в литературном институте. Да, а с Москвой, ну як, не, только что мой прадед Иван там... Коли учился, так там и жил, ці? Не, я заочно учился, да, заочно. Ти скончив ти? Конечно, скончил, мне в дипломе написано литературная работа. Но мне просто та белорусскость проснулась только тогда, что я поступал с русскими вершами, этот творчий конкурс проходил. Когда я отъехал от своего Полесья, от своей Беларуси, и трапил в литературное осеродье Москвы, литературный институт. И помню, ни одной так, ты же не по-русски написал, ты не по-русски говоришь. Как это, извините, я всю классику, это на год Геннадий Мов, я всю классику, знаешь, от зуба летал его, что Пушкин нормально там, ну, на память шмачал и все. И я не знаю русского языка. Оказывается, не ведаем. Коли мы тут народились, треба жить. Чому Шкляревский, белорусский поэт, и он же живет там весь час, все свідоме життя. Ось. Для того, как писать по-русски, треба там жить. И треба жить Баждана в вёсце. Не в Москве в самой, а где-нибудь у Глибинск, у Дисерманс и Дорошев з Нижнего Новгорода. И зараз про электронную пошту потребную относим. Ось. З моих однокурсников, когда так говорить, не шмат людей выбилось, скажем, в великую литературу. Ну, скажем так, есть такая Данилова, Аня Дубчак, она у нас была, ну так Чернуху пишет. Ланкин, не Ланкин, Ломовцев Юра, и он там... Чернуха это что? Ну, низкопробная литература, Но она чтиво. выбилась? Или... Не, ну, она не выбилась, ну... Але працює. Стало популярной. Да, живе за кошт литературной працы, скажем так. Потому что так, коли уже там я на некую свою нишу отвоевала, я несколько книжек наших Сухаревских куплял, кажу, Вероника Напочная, моя однокурсница, Вероника 3-4 страницы будут читать это, ну, это не литература, разумеется, там зґвалтование, забойство, там то и другое, там то, что потребно, чтиво. Ну, есть такие вот просто любовные романы, как у нас Батракова, там інші автори, то вони хоч не опускаються ніже плінтуса. А там, ну, жаночий роман про любов і так далі, ну, так само знаходять свого читача. А вона просто, я пам'ятаю, теж прочитав її, ну, все, забойство, золотование, некие такие мерзотности, некие такие вот такое ось. Хотя она такая нормальная девчонка была, и все. Тоже Ронченко или кто там русской литературы читается на слуху. Лавюк Сергей, мои однокурсники. Ланкин, не Ланкин, Ломовцев Юра, это драматург. И даже у нас шел Дудару, перекладал его, и у нас шел в белорусских театрах. А так, ну, не верь так, что такое курс Литинститута? Это у нас поступало человек 70, человек 50 скончило. На каждом семинаре, это два семинара поэзии, 2 семинара прозы, семинар критики, семинар переклада. На каждом семинаре, на каждом методом 7, 8, 9 человек, не более. Ну, шмат литературный институт, ну, дал, скажем так, некую систему.
некую такую рамку, якую якби ти веды, які у тебе вже були, ти хоч не систематизував. І дав некое моральное право. Ну это право, да, ну як, ну, написано у тебя литературный работник. Но есть у тебя членский билет, нема. Это же розница для творчества невеликая. Але ніяк так, ось так. Хвалу і клевету приємно равнодушно. Біда нашої білоруської критики в тим, що от туди є, що вони видиш, в уголі наша білоруська література, на мою думку, вона страдає містечковостю. Взагалі, воля, білоруська нація. Це було вельми бачно, коли почали в початку 90-х оттуда за межі приїжджати неякі бізнесмени, неякі білоруси. І коли, от, бачиш, наприклад, чоловіка, ведаєш його, і раптом приїхав заїжджий американець. И бачишь, как это сразу халуйство, это наши белорусские, уже перед ним заискивают, уже вот это есть проявление местечковости. Селянскость. Селянскость, я не ведаю, ой, пан приехал из Америки. Ну, причем, кто он тебе, ну, вот, перед начальством, это все это наше, это все оттуда, это некая забитости, я не ведаю. И это ее присутствует ничего литературы. И вот, если некто, например, записал тебе, уже в маститые литераторы, и тебе уже это обоим прозвище з артикула в артикул уже і починається. Це свій процес. Я впевнений, що справжня література до свого читача знойде і дойде. Коли у нас, хто у нас жив за кошт літературної праці, ну, може, один Биков, і то, коли він опинився там, Єлевич наш, народний поет, який, кілька ж, 2 роки як нема, народний поет, глиба яка. І то він не за кошт літературної праці жив, що вже народний поет, вже стільки написано. Видиш, тут немагчимо писати по-білоруську, це коли вся нація по-білоруську розмовляла, коли тиражі, от книжок, тиражна книжечки 200 особників. Де ти? 200 чоловік купить, добре прочитає. Ось. І по-білоруську пишучи, ти вже якби заганяєш собі ніякі рамки, ти ведаєш, що ти не станеш ніколи сусвітно відомим. Може, коли-небудь, що-небудь, но це з області фантастики. Що це треба з білоруського, це перекладає на русську, на ангельську, це вельми треба некое сесть, оволодати цим гребнем хвалі, щоб тебе винесло, це маль нереально. Чому многі білоруси пишут и начинают писать по-русски, потому что хочется славы. Вот я напишу, это зрозуміло, что русскомовная аудитория, она великая. Но когда человек проходит через некий этап, возгорнило, и он начинает разуметь, что когда он зробит что-то каштовное, так только народное мове. Ну, тут мы с тобой не раз говорили, у меня душа белорусская, да, есть у меня творен по-русски, да, это мой русскомовная оповесть, переписка с миллионерами, да, сами зауважили в этом Торонто, сами пропоновали выдали и так далее, но это все равно, ну, да, мог бы я написать и бестселле по-русски, и тот же Набоков писал на английской мове, ну, это тяжко выткнуть.